Пандемия спровоцировала взрывной рост онлайн-образования и, в частности, экономического и бизнес-направления. 2019 год стал переломным для российского рынка, увеличение в 2,5 раза. Тенденция усилилась в 2020 году. Что ждем от 2021 года, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью». Сегодня вместе с нами Константин Гришин, доктор экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета. Константин Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как вы можете объяснить такие цифры? Но, сами понимаете, реальность, которая сложилась в последнее время, она просто обусловила невозможность продолжения или реализации образовательной политики в том виде, в том формате, в котором мы привыкли до настоящего времени. Да. Пандемия, закрытые границы, закрытые регионы, города, движение между городами и внутри городов фактически парализовано. Естественно, что в таких условиях все сферы, в том числе и сфера образования, были вынуждены перестраиваться, переходить на новый формат своей деятельности. Пандемия дала огромный толчок к тому, чтобы онлайн-образование вышло на новый качественный уровень. А вот, кстати, про качество. Если уже заглянуть внутрь этих курсов, да, мы знаем, что даже все, кому не лень, стали авторами таких интернет-курсов и привлекать аудиторию, зарабатывать деньги. Вот какие риски вы здесь видите и как аудитории избежать эти риски? Кому доверять? Да, здесь рисков достаточно, да, потому что образование становится уже, с точки зрения продажи, так скажем, образовательных услуг, и доверие людей к именно дистанционному образованию в этих условиях, оно выросло, и этим, конечно же, воспользовались организации, да и физические лица, которые имеют некое отношение к образовательной деятельности. Да, мы наблюдали взрывной рост предложений в сфере дополнительного образования. Часть этих программ было инициировано самими государствами. Мы, наш институт, активно участвовали в этих программах, но я наблюдал за рынком, там много было и предложений от частных организаций, компаний, да, особенно в сфере ДПО, потому что если мы осуществляем деятельность в сфере высшего образования, там нужно иметь лицензию, аккредитацию образовательных программ. С дополнительным профессиональным образованием там ситуация немного попроще. И на рынке стало появляться большое количество онлайн-курсов, да, и свою привлекательность зачастую они обеспечивают за счет ценовой политики. Но мы должны понимать, что качественное образование, оно все-таки дорогое. Даже если мы обратимся к сфере бизнес-образования, да, сейчас можно в интернете, так скажем, загуглить и найти многие программы, которые реализуются в рамках так называемых программ MBA, да, которые сейчас достаточно популярны, и они предлагаются за достаточно низкую стоимость. Если мы посмотрим на программы, которые предлагают лидеры в сфере бизнес-образования, а кто это? В частности, это школа управления Сколково. Это партнеры, кстати, Башкортостана. Да, конечно. Это Институт делового администрирования и бизнеса РАНХИКС. Это высшая школа менеджмента. Если мы посмотрим их ценовые сегменты, то MBA, допустим, в школе управления Сколково стоит от 60 тысяч евро за полный курс. И MBA, да, эта программа для топ-менеджмента, стоит 95 тысяч евро. За 1 миллион стоимость образовательных программ по MBA у РАНХИКСа. Но если посмотреть в целом по разным бизнес-школам, то там программы MBA, они начинаются в районе 500
тысяч рублей за полный курс и выше. Да, конечно, есть на рынке и программы мини-MBA, они менее, так скажем, дорогие, но тем не менее, с точки зрения вот все-таки цены за тот или иной образовательный курс нужно здесь вот, подходить осторожно, потому что, еще раз обращаю ваше внимание, что если мы говорим о качественном образовании, да, то качественное образование, оно должно характеризоваться тем, что к образовательному процессу привлекают высококвалифицированных экспертов. Если мы говорим про рост, то это же все-таки более массовый сегмент, и цены там на порядок ниже, чем те, которые уровень вот вы назвали, да, и мы говорим о том, что очень много лже-преподавателей на этом рынке, которые выдают себя за бизнес-коучей с опытом, со знаниями. Вот где вот эта грань, то есть нужно ориентироваться на цену или на что-то еще? Но сейчас при выборе образовательных программ, конечно, желательно обратиться к отзывам, обратиться к людям, которые прошли через эти образовательные программы, насколько они успешны, насколько, так скажем, компетенции, полученные ими в результате освоения этих образовательных программ, действительно позволили им прирасти в профессиональном плане, в плане развития своих компетенций, в карьерном росте. Это обязательно, да. Ориентироваться просто на стоимость, конечно же, не нужно. Константин Евгеньевич, времени очень мало остается. В Башкортостане есть ли интересные кейсы? Кейсы. Что касается бизнес-образования. Бизнес-образование — это, как правило, все-таки послевузовские программы. Вот если рассматривать мировую практику, да, это программы MBA и MBA и так далее. Но, насколько мне известно, школа бизнеса у нас существует в нефтяном университете. Они предлагают такие программы MBA. Программа MBA есть и на нашей площадке. Да. Другой вопрос, вот, что очень важно с точки зрения программ именно MBA, это международная аккредитация бизнес-школ. Да. Вот у нас в России очень мало школ, которые имеют международную аккредитацию. Да. Есть такое понятие тройная корона бизнес-образования, да, то есть это аккредитация по 3 организациям. Это AACSB, одна ассоциация американская, AMBA и EQUIS. У нас в России нету ни одного держателя этой тройной короны. Но вот хочу обратить внимание, да, что в Татарстане вот Казанская или Высшая школа бизнеса Казанского университета, она имеет аккредитацию по версии MBA. Вот. Таких школ у нас всего в России 11. Я считаю, что мощная бизнес-школа очень нужна. А вот у нас сейчас будет развитие науки, по крайней мере, планы такие озвучивает руководство Башкортостана. Это связано и с Евразийским научно-образовательным центром, объединением вузов. Вот можно ли ожидать, что и бизнес-образование здесь у нас качественно новое развитие получит? Ну вот с моей точки зрения, да, в структуре развития концепции Евразийского образовательного центра, конечно же, нужно предусмотреть создание мощной, можно сказать, евразийской, хотя евразийская бизнес-школа, высшая бизнес-школа имеется. Я не помню, в каком университете она создана или как отдельная такая организация, но бизнес-образование в структуре НОЦ, я считаю, что нужно развивать, нужно создать высшую школу, там, университетскую высшую школу бизнеса. У нас, кстати, такая школа есть в УГНТУ, да, но здесь, возможно, нужен новый масштаб, другой масштаб. Понимаете? Но это все равно тема тоже для обсуждения. Тема очень такая злободневная и очень важная. И для Республики Башкортостан, и для научно-образовательного центра.
И если коротко, еще один вопрос. Традиционное образование, вузовское, да, классическое, бюджетные места сокращаются. Вот здесь связь с социально-экономическим развитием региона и сокращением бюджетных мест тоже какое решение может быть? Вот что видите вы, как картину видите вы? Картину я вижу следующим образом. Вот с моей точки зрения сейчас неоправданно снижается количество бюджетных мест на экономические и управленческие специальности. Они фактически, КЦП по данному направлению, сведены к нулю. Вот я с этим категорически не согласен, потому что у нас есть очень хорошие, толковые ребята, но которые не могут платить за свое образование, но которые очень хорошо могут реализоваться с точки зрения формирования у себя вот экономико-управленческих компетенций. Что делать? Работать с Министерством науки и высшего образования и, так скажем, лоббировать вопрос привлечения в нашу республику КЦП по экономико-управленческим специальностям. Это нужно, это очень важно. Нам нужны вот новые лидеры нового формата, которых в принципе мы можем воспитывать именно на базе получения экономического и управленческого образования. Мы готовы это делать. Весь вопрос в том, что ребята, которые не имеют возможности получить здесь управленческое образование, да, и потенциально остаться здесь, уезжают в другие регионы. Они едут в Москву, остаются там. Да. Они приходят к нам. Есть у вас бюджетные места? Да, у нас бюджетных мест нет. Все, они бы остались, мы бы их замотивировали, они бы остались в республике и работали в интересах республики. Такие ребята нужны, молодые, амбициозные лидеры. А мы в рамках своих образовательных программ готовы и умеем вот эти компетенции у них формировать и воспитывать, в том числе и такое патриотическое отношение к республике. Никто в других регионах не будет воспитывать. Лучших они будут удерживать. А если они останутся у нас, вот поверьте мне, на вот наше направление подготовки, экономика и управление заходят очень продвинутые ребята. Ну, понятно, что там, где бюджет, оно привлекательно с экономической точки зрения, они уходят туда. И в результате республика теряет лидеров. Константин Евгеньевич, будем надеяться, что в той модели развития науки, которая сейчас обсуждается и к которой стремятся у нас на уровне региональных властей, она будет осуществлена, и в том числе там будут предусмотрены и бюджетные места по расширенной категории. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Константин Гришин, доктор экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета. И мы обсуждали бизнес-образование, а также экономическое образование.